Добрый день, особенно гостям обращаюсь. Спасибо, что приехали. Асламбек, ты знаешь, ты сейчас произнес фразу «бронзовый стал», да? Я сразу вспомнила. Да, бронзовею. Ну, филологи знают, есть век золотой поэзии, серебряная поэзия. Все время было интересно, кого же мы отнести к бронзовому веку, да? Золотой век у нас был Пушкин. Да, вы знаете, у меня сразу все стало на места. Асламбек, мы тебя отнесем к эпохе поэзии бронзового века, да? Так что быть тебе, да, основоположником именно этого литературного течения. А если так вот обратиться к творчеству Асламбека, ну вот не буду говорить, как познакомился, это все очень интересно. Спасибо, Асламбек, что ты есть. Если тебя не было, тебя бы стоило выдумать. И если вот когда здесь говорили, очень много сравнивали тебя с Лермонтовым, в общем, много было сравнений, и я так тоже подумала, вспомнив не менее такой наш, так сказать, классику, а не замахнуться ли нам вообще на Вильяма Шекспира, а тем более мы Верону тебя уже определили, да, вот видишь, да. Сзади тебя вот такой стенд, средневековый замок, и если даже вспомнить того же Шекспира, а если я не прав и лжет мой стих, то нет любви и нет стихов моих. Это Шекспир, и я не то что сравниваю тебя с Шекспиром, я хочу сказать, что в чеченской поэзии она у нас достаточно такая фундаментальная, она очень такая лиричная, поэтичная. Есть философская поэзия. К этой поэзии, именно к плеяде поэтов-философов я относила бы, наверное, Руслан согласится со мной, у нас был такой Ахмед Дени Султанов, прекрасный был поэт, Лула Жумулаева. Это такая глубокая философская поэзия. К ней можно отнести и тебя, поскольку очень много символизма. Я не буду зачитывать твое стихотворение, просто потому что времени мало. Я хочу сказать, что твоя поэзия заставляет думать. Это самое главное. То, что ты не умеешь говорить, это даже прекрасно, потому что прекрасно пишешь. И поэтому ты можешь говорить немного, правильно, но ты нам пиши свои стихи и выдавай их каждый день в Фейсбуке. Но, к сожалению, я не очень часто гость в Фейсбуке. Если ты помнишь, я даже тебя в друзья-то и не приняла. Но, и тем не менее, хочу сказать, что каждое утро это приятно. Открываешь страницу Асламбека на Фейсбуке, там новое стихотворение. И ты понимаешь, что для этого человека ночь прошла недаром. Этот человек написал очередное стихотворение, может быть, не шедевр, но тем не менее что-то личное свое. И заканчивая, хочу сказать, что здесь есть поэты. Поэт, вот этот сборник стихов «Ночные песни», это есть такой вот тоже у библиотекарей, особенно очень часто говорят, книга это нечто сакральное, потому что это мысли Асламбека, это то, о чем он думал. И этот мир, который нас, меня окружает Асламбека, мы воспринимаем через вот эту книгу. Это прекрасная книга, здесь очень хорошие стихи, но я думаю, наверное, нужно уже готовить второй сборник, потому что мы не успеваем их собирать, мы не успеваем их где-то переписывать. И хочу сказать, Асламбек, ты на правильном пути, пиши. Я очень счастлива и горда, что эту презентацию первой твоей книги мы проводим в Чеченской Республике, поскольку, если ты помнишь, в Дагестане у нас была договоренность, ты обещал махачкалинцам, что там будешь презентовать книгу. Но, наверное, правильно, когда вот эта целая серия презентаций твоих книг начинается именно с той республики, там, где ты родился, там, где ты жил, и там, где ты думал и свои мысли передавал нам. Руслан, хочу сказать отдельно спасибо тебе, поскольку ты прекрасно сегодня вел, и не отметить это было просто неправильно. Гости, еще раз спасибо, что вы приехали, спасибо, что вы с нами, и как хорошо, что все мы сегодня здесь собрались. Это меня привела к одной мысли, не по теме, не совсем как по теме. Дело в том, что меня целую неделю преследовал кашель, и я боролся с ним всеми мысленными средствами. И сегодня, только сейчас, в эти минуты, меня отпустил страх, и я понял, что Бог был на нашей стороне, я ни разу не кашлянул. И счастливее меня человека нет сегодня. Да, ну... Да, фото на память, книга достанется в любом случае гостям.